Алхамдулилля, салату вассаламу аля расулилля. Тяжело будет уложиться в 15-20 минут, чтобы хоть какие-то ценности сказать о семейной жизни, но постараемся, иншаллах. Даже у невежественных народов, в которых нет религии, все равно семья является ячейкой общества. Даже в самых невежественных, как мы видим, племенах очень ценят семью. Все равно, даже в них. Мы считаем себя продвинутым обществом и так далее. Однако, чем дальше мы продвигаемся, тем больше, наоборот, у нас разводов, тем больше разрушенных семей, тем больше разрушенных, разбитых сердец и так далее, как сегодня модно говорить. Вообще, семья – это то, что нас ждет в будущем. То, что мы вырастем. И крепкая семья – это и есть основа вообще нормального, хорошего, здорового общества, которое должно быть в дальнейшем. И если мы за это не переживаем, если мы только переживаем за какие-то свои моментальные чувства, когда вот у меня там нету тех чувств, которые были в начале, я чуть остыла или остыл, у меня уже не та любовь и так далее, а где же элементарное уважение, где милосердие и так далее. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит из знамений Всевышнего, то, что Он сотворил для вас, из вас самих жен для вас, и установил между вами любовь и милосердие. Любовь и милосердие. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. В другом аяте Всевышний говорит: «О люди, бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару, ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем которого вы призываете друг друга, и бойтесь разрыва родственных связей. Воистину Аллах наблюдает за вами». Вообще основа семьи – это любовь и милосердие. Всевышний именно так утвердил. Именно так утвердил. Любовь и милосердие между мужчиной и женщиной. Все, что сверх этого, это уже личные какие-то амбиции человека. Основа семьи – это любовь и милосердие. Не обязательно, чтобы всегда были какие-то острые чувства, о которых мы все начинаем говорить. Все равно это все потом переходит в какое-то уважение, какое-то милосердие по отношению друг к другу. Сегодня многие уже боятся ответственности. Я вообще удивляюсь некоторым парням, которые не хотят заводить семью, потому что боятся ответственности. Не хотят брать на себя эту ответственность. Стали какими-то пассивными, не мужчинами. Не мужчинами. Ну и девушки тоже боятся ответственности, не хотят заводить семью. Это дети, это нужна там какая-то ответственность и так далее. Легче на сегодняшний день вот самой как-то жить и так далее. Плюс те, кто уже создали семью, частые разводы. Субханаллах, я вчера смотрел статистику, я удивился, в Карачаево-Черкесии, по данным Росстата, на январь 2024 года 136 браков, 296 разводов. Больше, чем в 2 раза разводы в нашей республике. Очень плачевно. Мы растеряли опыт наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, которые умели сохранять семью и которые были вот эти тонкие чувства между мужем и женой. И когда они растили детей, мы все это видели и брали какой-то опыт и учились всему этому. Было много детей и учились также общаться. Сегодня в семье 1-2 ребенка. Многие семьи уже там родители не живут вместе, ребенок растет один с отцом или с матерью, ребенок растет один и не видит вот этого общения между мужем и женой, между отцом и матерью, как вообще строить отношения. Это одна беда. То, что мы растеряли, вот наш такой многовековой опыт нашего народа, наших народов, которые складывались веками, и это все утверждалось. Сегодня нам, конечно же, хотят привить какие-то ложные ценности с Запада, когда мужчина и женщина – это нечто одинаковое, и что 2 мужчины – это тоже семья, что 2 женщины – тоже семья. Это все, конечно, абсолютно неприемлемые вещи. И хвала Аллаху, сегодня эти всякие организации, они признаны экстремистскими. Хвала Аллаху, Всевышний сделал так, что это тоже как-то оберегает нас. Но, однако мы растеряли опыт наших старших. Но мы не взяли вместо этого никакого другого опыта.
Мы растеряли во времена СССР, когда религиозный опыт, когда посадили наших имамов, когда убивали, там, расстреливали и так далее. И вместо этого сегодня мы стараемся взять какие-то другие ложные ценности из других стран и государств. Так не должно быть. Мы все должны возвращаться, вернуться к опыту наших отцов, матерей, наших дедушек и бабушек. И если вы хотите создать семью, советуйтесь, первый мой совет, советуйтесь с теми, кто прожил долгие годы вместе. Вот семья, которая 20-30 лет живет семьей, и они не развелись, советуйтесь у них, спрашивайте у них совета, и мужчин, и женщин. Спрашивайте у мужа, спрашивайте у жены. Не советуйтесь с теми, кто говорит, разведись, ты будешь свободный, разведись, жен еще много, девушек много, возьмешь другую. Советуюсь с теми, кто вам советует жить, ужиться, стараться уживаться. И одно дело создать семью, другое дело прожить вместе. И мы должны понимать ценность семьи. И некоторые относятся к семье как к какому-то подарку, который можно в любое время или отдать, или подарить, или там выбросить и так далее. На самом деле, если задуматься, ты изначально хочешь себе выбрать человека, с которым ты собираешься жить всю свою жизнь. Провести всю свою жизнь. Это самое ценное, что ты вообще выбираешь жизнь. Все остальное может быть действительно подарено, или выкинешь, или подаришь все остальное. Но кроме семьи, кроме близких, кроме людей, но некоторые относятся как будто к чему-то такому очень беспечно. Не ценят ни отношения, не ценят ни семью. И мы уже как-то не умеем уживаться. Мы не растем с детьми, при этом мы не можем даже элементарно общаться между собой, муж с женой. У некоторых такое поведение, нам как имамам приходится часто разбирать просто вопросы семейные. Поэтому я буду приводить некоторые примеры. Некоторые и мужчины, и женщины, ну и парни, и девушки, скажем так, после того, как поженились, думают, что вот она вот такое чудо, что только ее приход в эту семью является для всех огромным подарком, и они все должны быть счастливы. Или парень, который женился, он думает, что он вот такой прекрасный, хороший, что сторона невесты должна быть счастлива только потому, что он женился на ней. Вот такое отношение к семье, оно непременно рано или поздно разрушится. Каждый должен прилагать усилия, и нет гордыни в семье. Каждый должен прилагать усилия, чтобы сохранить семью. Где-то ты уступаешь, где-то другой уступает. И если ты не хочешь ничем жертвовать из того, к чему ты привык или привыкла, твой комфорт, твой там, жизненный устой, если ты не желаешь ничем жертвовать, то на 99%, что твоя семья разрушится непременно. И может быть очень скоро. Потому что не бывает так, чтобы человек захотел жить с кем-то всю жизнь, и чтобы он ничем не уступал, и чтобы все ему были должны. Такого не будет. Поэтому мой совет. Во-первых, советуйтесь с людьми, которые живут долгие годы вместе. Изучайте свою религию, изучайте религию ислам, потому что Аллах Субхану ва Тааля нам говорит об этом, что семья – это любовь и милосердие. Семья – это ячейка общества, семья – это то, что мы вырастем в дальнейшем. Иначе мы очень скоро получим родителей в стардомах, брошенных родителей, там дети, за которыми нет присмотра, которых воспитывают где-то в каких-то детдомах и так далее. Поэтому относитесь очень осторожно и очень ответственно к своей семье. И слово «развод», слово «таляк», неважно, как вы это употребляете, это должно быть самое последнее слово, которое вы употребляете в вашей семье. Когда уже вы никак уже не можете, не просто там поругались, и каждый старается там показать свою какую-то, я не знаю, гордыню и так далее, но когда уже вы уже попробовали все, как Всевышний говорит, призовите судью и с той стороны, люди, которые хотят вас примирить. То есть вы уже попробовали между собой, поговорили, и так не получается. Позвали своих родственников, близких, которые хотели бы, чтобы вы жили. Не просто, которые будут просто приходить и защищать вас и говорить все, что угодно, и лишь бы там ты была права или ты был прав. Нет, люди, которые постараются вас примирить и постараются, чтобы вы ужились. Призовите таких людей. После этого, как и они попробовали, вы все равно не можете ужиться. В этом случае вы спокойно сядете и разведетесь, если уже до этого дойдет. Но семья – это не просто сходить в кафе.
Семья – это не просто там друг к другу в гости ходить. Семья – это жизнь, вся твоя жизнь. Вся твоя жизнь в дальнейшем – это твоя семья, в которой ты приходишь и успокаиваешься, находишь какое-то отдохновение. Поэтому каждый из нас должен прилагать усилия. И следующее, о чем я еще хотел бы сказать, сегодня стало модным это слово «абьюз», когда любое подчинение мужу – это какой-то абьюз, любое подчинение родителям – это тоже какой-то абьюз и так далее. Это слово уже… По-моему, чувствует эту тему. Да, я сейчас понял, там… Абьюзы и сразу… Да. Аллах в Коране говорит, мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество над другими, и потому что они расходуют и свое имущество. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хранить в отсутствии мужей, благодаря заботе Аллаха. Всевышний так сделал, что мужчину сделал сильнее. Обязал мужчину тратиться на свою семью, обязал мужчину охранять свою семью, обязал мужчину, чтобы именно на нем безопасность его семьи. Все это на его ответственность, поэтому мужчина выше женщины. И женщина должна быть покорной, если муж не повелевает что-то греховное, запретное, или же не издевается над своей женой и так далее, то в этом случае женщина должна быть покорна своему мужу. Дети должны быть покорны своим родителям. Уже это слово применяется уже и к родителям, когда там гиперопека и так далее, родители-абьюзеры, и то, и все уже, какие только эти не употребляют. Поэтому мы должны вернуться к нашим ценностям. Не к этим ложным ценностям, которые сегодня нам хотят привить, а именно к нашим ценностям, которые мы привыкли с детства видеть. Отношение к родителям, благое отношение к родителям, благочестивое отношение к родителям, также покорность наших матерей, нашим отцам. Сегодня, конечно, уже молодые родители, которые сегодня матери, отцы, многие в разводе, с них не с чего брать пример. Поэтому еще раз мой совет: спрашивайте и смотрите на тех. Вообще часто бываете в домах тех, которые живут вместе долгие годы. Просто ходите в гости, посмотрите, как они дома общаются. Что они делают? Муж по отношению к жене, жена по отношению к мужу. Семья, которая, и если у вас среди ваших близких родственников, знакомых такие семьи, ходите в гости, посещайте их, посидите у них и посмотрите вообще, как отношения мужа и жены, каким должно быть, как они умудряются, действительно, это мудрость, как они умудряются прожить столько лет совместно, иншаллах. И я здесь говорю и о христианстве, и об исламе, потому что здесь мы жили бок о бок. И поверьте, традиции казаков, которые здесь жили, не слабее, чем наши. И подчинение мужу не слабее, чем у нас. И семьи были не слабее, чем у нас. Поэтому я имею в виду и здесь и христианство, и ислам. На Кавказе это все особое отношение ко всем этим ценностям. Поэтому я всех призываю обратиться именно к этим вечным ценностям, а не то, что нам хотят сегодня привить. И я прошу Всевышнего, чтобы все мы были из тех, которые в судный день призовут, как Всевышний говорит в Коране, и им скажут: войдите в рай и вы, и ваши семьи. То есть благочестивая семья, которая вырастет, будет жить в благочестии, они войдут в рай вместе со своими семьями. Аминь.